Село Гихичух. Я в этом селе многие годы преподавал и сейчас преподаю химию и биологию. Почти 60-70% молодых людей прошли через учительский коллектив, в котором я тоже работаю. Нужно сказать, что события начала февраля на всю жизнь запечатлелись в моей памяти и, видимо, со мной сойдут в потусторонний мир. Их очень трудно забыть, да и невозможно. Хотел бы я забыть, но события меня не отпустят. 6 числа вечером, где-то 18 часов, я услышал, что начались обстрелы. Часам 16 со стороны Шалаши к селу стали пододвигаться танки, БТРы, БМП и грузовые машины. Мне казалось, что ничего опасного для села не будет, потому что заранее я слышал разговоры, что по селу пройдут федеральные войска, проверят паспортный режим. Если у людей будет с документами все в порядке, то лиха беда начала, беда будет отодвинута на задний план. С этой мыслью я думал, что ночь пройдет. Но все же где-то в душе я чувствовал, что бронетехник раз надвигается на село, значит, все равно село ожидает какой-то горе. Ночь прошел беспокойно. Где-то уже часам 19 стал идти снег. Пушистый, белый, хлопьями большими снег. И ночью на землю упал снег толстым слоем, где-то сантиметров 10. И все следы, которые были ночью, снегом было запорошено. На утро где-то в 6 утра я стал слышать вновь артиллерийские выстрелы, но они раздавались где-то в горной части южнее села Гихичух. На утро я проснулся дома, ночь я провел один. Все жильцы моего дома, этой семья этого дома и этого провели ночь в погребе. Я же решил переночевать у себя дома. На утро встал рано, вышел на улицу, посмотреть, какие изменения за ночь произошли в этом селе. Но где-то часам 8 я уже почувствовал, что за селом начинают летать вертолеты, слышатся ракетно-бомбовые удары. Действительно, я видел, как за селом, где живут за речкой на улице Степной, за речной, рвутся бомбы, ракеты. Ну, я зашел домой и стал читать. В это время я слышу, через некоторые мгновения ко мне домой забегает сосед Ибалаев Адлан. Из левой руки у него течет кровь. Локоть, костюм, рубашка была порвана, широкая рана и мышцы разрезанные и перебитая кость. Адлан был моим учеником. Забежал ко мне, говорит: Идрис Махмудович, я ранен. Я быстро взял галстук свой,
перевязал ему руку, постарался остановить артериальное кровотечение. Но в домашних условиях это сделать мне оказалось очень трудно, но по возможности я постарался наложить жгут и перевязать белой рубашкой. Адлан мне говорит: Идрис Мамадович, мне хочется кушать. Я посадил его на диван, налил чай, и он только хотел начать кушать. В это время я смотрю, ракетный бомбовый удар по дому. Ударной волной вышибли окна, вылетели двери, и дом заволокло пылью и дымом. Я сказал: Адлан, нам оставаться здесь очень опасно, нам надо выйти из дома. В это время пришел его старший брат и говорит: Адлан, пойдем домой. Он ушел, я вышел из дома своего, залез в свой погреб и стал один там находиться, думая, что я буду в безопасности. Но пришел ко мне племянник и говорит: дядя, пойдем, будем вместе находиться в погребе. Ну, я вышел из погреба и вместе с племянником начали бежать в эту сторону. В это время я увидел, что у соседа дом горит, крыша уже обволакивается пламенем, дым, и я знал, что у соседа уже несколько месяцев находится старая мать больная, которая не движется, лежит в постели. И я подумал, а что же с ней? Но зная, что там старший брат находится, младший брат и средний брат, я уже знал, что с матерью, видимо, они постараются как-то обезопасить ее дальнейшую судьбу. И мы с племянником пришли вот сюда, в погреб, спустились в погреб и находились в погребе. Но сквозь люк погреба мы слышим, как над селом кружатся вертолеты, летают самолеты, и периодически раздаются взрывы. То автоматные взрывы, то пулеметные взрывы, то ракеты, бомбы рвутся. И мы чувствовали, как сотрясается земля, как дом и погреб ходят ходуном. Но все же мы продолжали сидеть в погребе. И где-то часам в 12 за стеной стали раздаваться выстрелы. Одиночные такие выстрелы. Трах, так, 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 так. Как раз у нас здесь были овцы, беженцы из Орехова. У него где-то около 15-25 овец у нас находились. И я думал, что федералы их пристреливают для того, чтобы просто взять и направить в столовую, для того, чтобы накормить солдат, голодных и плохо одетых, обутых и так далее. Но все же эти выстрелы стали продолжаться долгое время. Затем, через некоторое время, чутким слухом улавливаем звуки голоса. Раздаются слова русские, русская речь. И мы стали подумать, как же нам теперь выйти из погреба. Ну, женщины говорят: Идрис Мамадович, ты хорошо владеешь русским языком, выйди на поверхность и скажи, что здесь нет боевиков, что здесь дети, женщины и старики. Но перед тем, как выйти, я подумал, а что, если резко я встану, и федералы почувствуют какую-то опасность и могут, не разобрав, в чем дело, открыть огонь на поражение. Через некоторое время, подумав, как лучше себя повести, я стал потихоньку люк открывать, чтобы это было незаметно, не резко, чтобы, если федералы стоят там, чтобы они тоже адаптировались к моему движению. Потихоньку открыл люк и стал выходить. Федералы меня уже заметили, стали
уже с автоматом в мою сторону смотреть, кого я с собой представляю. Вышел и сказал, что здесь в погребе мирные жители, женщины, старики и дети. И они мне сказали быстрее выйти, встать к стенке, и пусть все выйдут. Ну, мужчин у нас было 6 человек. Вывели одних прикладом автоматов, но меня не трогали, видимо, мой возраст, и моего старшего брата тоже не трогали. Но молодых людей они распинали, автоматы поставили вот возле этой стенки. Затем проверили наши документы. Документы оказались в порядке. И молодые люди, и мы имели при себе удостоверение личности. Затем военные стали вести допрос, чей это дом, кто здесь живет, и стали показывать, чей это дом. С правой стороны я сказал, что это мой дом. Ну, пойдем в дом. Повели меня, перевели себя, 2 автоматчика, и завели меня в погреб. Это твой погреб? Я говорю, да, мой погреб. Что там у тебя находится? Я говорю, как что находится? Там все, что мне нужно для того, чтобы перезимовать. Это томаты, это компот и так далее перечислять стал. Но военные вместе со мной зашли в погреб, посмотрели, завели меня в дальний угол, посмотрели, что там ничего такого нет, только запасы продуктов питания, вывели назад и завели в комнаты. Когда меня заводили в комнаты, то в комнате уже действительно обыск прошел, очень учащенный обыск. Все, что было можно сломать, сломано, разбито, пыль стоит вокруг, я не вижу, что, к чему, как, но обыск продолжался. Когда я заходил, я вижу, что диван приподнятый, стены, гардероб весь сломан, разбитый, стенка разрушена, и возле печи стоят 2 пары обуви черного цвета, ну, можно сказать, военного покрова, но эти обувь как раз были гражданские, прочные. И у меня спрашивают, это чьи ботинки? Я говорю, это мои ботинки. Для чего эти ботинки тебе понадобились? Ведь это военного образца. Я говорю, я работаю в школе, и мне нужна обувь крепкие, потому что я зарплату не получаю. И таким образом постарался как-то усыпить их бдительность. Они говорят, эти ботинки кто-то носил, сейчас только утром. Я говорю, эти ботинки никто не носил, эти ботинки мои. Затем вывели меня назад во двор и подвели к забору к соседнему дому и спрашивают, кто здесь живет. Как раз здесь живет Наврузов такие. Я говорю, здесь живет животновод, который многие годы проработал в совхозе Гихинском. У него дети все дома находятся, боевиков у него нет. А вот здесь только несколько минут пробежал боевик. Я говорю, нет, здесь не мог пробежать боевик. Вы ошиблись. Ну, таким образом, я посмотрел во двор, смотрю, что там уже находится где-то 60-70 военных, только в этом дворе. Затем я говорю, разрешите мне пойти посмотреть, что с детьми. Я их оставил за дом. Но они говорят, нет, тебя мы еще не отпустим, мы должны у тебя найти криминал, ствол. Я говорю, пожалуйста, ищите, если найдете, это значит, будет действительно криминал. И один из солдат мимо меня проходит, и я чувствую, что
краешком глаза, что к виске какой-то предмет приблизился. И слышу щелчок. Трах. Ну, он, улыбаясь, я заметил, улыбаясь, прошел мимо. Затем они продолжали обыск. Продолжая обыск, находят портрет Будугова, Дудаева портрет, Масхадов портрет. И вытаскивают, и показывают мне, откуда у тебя эти портреты. Я говорю, это портреты из агитационно-массовой работы. У нас проходили выборы, парламент, президенты. Поэтому это, я говорю, у меня сохранилось. Ну, тогда они не сказали ничего. Я сказал, у меня есть портреты и Путина, и Ленина, и Сталина есть портреты. Но эти портреты, но здесь нет этих людей. Тогда они мне сказали, ствола у тебя нет? Я говорю, нет. Боевиков видел? Я говорю, боевиков я в этом селе не видел. Боевики мной не интересуются. Я тоже, я говорю, то, что мне не надо знать, я тоже стараюсь не любопытствовать. Я еще раз говорю, разрешите мне пойти к детям. Тогда один из старших, он был 1,65 м высотой, чернявый, смуглый, без усов, но чувствовался, что он нацменом. Я спрашиваю, откуда ты родом? Он мне говорит, я из Подмосковья. Конкретно откуда? Он говорит, я из детдома. Я ему говорю, это хорошо, я тоже, я говорю, бывший детдомовец, воспитывался в детском доме в Казахстане, воспитывался. Вот приехал, живу среди своих родственников, уже многие годы здесь работаю преподавателем. Вот. Разреши, я говорю, мне пойти к детям. Он говорит, пожалуйста, иди. Я пришел в этот двор и смотрю, младший сын стоит вон у той стенки, а старшие дети стоят здесь, по пояс раздетые. Я спросил, что происходит. Мы проверяем на принадлежность следов на теле вот этих молодых людей. Но следов на их теле не оказалось. Они оделись, и нам военные сказали, быстрее покиньте этот двор, идите вон по соседству, через дом, вон к тому дому. Мы вышли, нас было только 6 мужчин. Когда мы проходили, я смотрю, от погреба валит дым. Я невольно посмотрел, а там мне показалось, что женщины остались в погребе. И я думал, неужели нас постигла участь Самашек 95-го года. И хотел спуститься туда, но не мог. Оттуда уже газ, вот, глаза слезятся. Племянник мне говорит, не надо там, уже, говорит, женщины и дети ушли в степь по направлению Шалаши. Ну, я успокоился и вместе со своими детьми, со старшим братом, мы последовали в степь, куда нам указали военные. Только вышли через эту стенку, через поле, и нас опять подзывают военные. Вы куда идете? Мы говорим, нас военные проверили, мы идем сейчас по соседству в штаб. И сзади автоматчики говорят, мы уже проверили, пусть идут, говорит. И вместе с сопровождением с автоматчиками нас завели во двор по соседству к дому Наврузова Дениса. И снова стали нас обыскивать на предмет ношения оружия, документы снова проверили, поставили к стенке, руки за голову, вот. Грубо относились, действительно, к молодым ребятам относились грубо, ударяли по ногам, чтобы поставили ноги шире плеч.
И командир или кто, я до сих пор не разобрался, но один молодой человек, кто из вас старший, спросил. Я сказал, что старшим являюсь я. И у меня в руках была стопка документов всех моих сыновей и старшего брата. Тогда командир сказал, подойди ко мне. Я подошел, и он начал говорить. Боевиков видел? Я говорю, боевиков не видел. И один молодой солдат мне говорит, старик, ты врешь. Я говорю, молодой человек, я не знаю, вру или не вру, но если действительно я не видел боевиков, я говорю, не видел. Вот. Все это мои дети с одного двора. Вот. Работаю преподавателем и старался обучать детей, как положено, чтобы дети хорошо владели не только родным языком, но и русским языком. Но командир сказал, какой предмет ведешь? Я снова объяснил ему, что я веду химию, биологию. Вот. Он внимательно на меня посмотрел и спросил, а этот кто старший вот здесь сидит? Я говорю, это мой старший брат. С одного двора? Я говорю, да, с одного двора. И если с одного двора, значит, с вами все хорошо, идите домой и спокойно находитесь там. Мы повернули опять и вошли сюда, в этот двор, думая, что несчастье, беда нас стороной уже миновала. Только входим вот в это укрытие, смотрю, что солдаты уже стоят вот за этим углом, вытащили то, что можно было кушать, открыли консервы, кушают. Ну, я думаю, ничего, пусть покушают, успокоятся. Но только стал подходить к дому, чтобы зайти в комнату, чтобы успокоиться, как-то прийти в себя. Вдруг подходит военный, говорит, зачем вы сюда пришли? Вам же говорили, идите в штаб. Вот. И грубо нас стал выталкивать со двора. Тогда я говорю, нас же проверили, второй раз проверили, нас опять сюда прислали и сказали, чтобы мы могли спокойно здесь находиться. Нет, идите назад, вернитесь и там находитесь. Иначе мы вас расстреляем. Нам ничего не оставалось делать. Мы повернулись и снова пошли по направлению в поле. Когда мы миновали дом Навруза Дениса, смотрим, стоят танки. А мы, чтобы возле танков не быть, думаем по целине, по снегу быстрее дойти до места, где нам указали военные. Но с танка нас сказали, откликнули, идите сюда, подойдите к нам, к танку. Ну, я повернулся и стал идти по направлению к танку, и за мной все мои сыновья и старший брат. Подошли к танку, снова нас поставили возле танка, руки за голову, и стали обыскивать, документы проверять. Проверили документы и стали экзаменовать по документам. Где мы прописаны, какого года рождения, вот какая улица. Все ответы им показались правдивыми и справедливыми, потому что они ответы непосредственно по документам проверяли. Затем, через некоторое время, нас показали снова на поле, идите туда и там ждите. В сопровождении автоматчиков мы стали идти по направлению, куда нам военные указали. Прошли мимо БТР и стали идти на поле. Не доходя до штаба, нам военные говорят, идите только по следу гусеницы. Иначе, говорят, подорветесь на минном поле. Вот. Затем мы по следу прошли и дошли до машин, на которых были боеприпасы федеральных войск.
Там снова нас проверили документы. Проверили документы, и снова мы стали там ждать своей участи. Нам говорят, сейчас прилетит вертолет, молодых людей мы заберем в штаб. А нас вместе с женщинами, а женщины нас ждали там, и вот эти дети, 3 детей, тоже ждали нас там. Когда мы стали к женщинам подходить, они стали плакать, и когда военные сказали, что молодых людей заберут в штаб. Село какое? Я хочу. В нашем селе утро 7 часов. Мы ничего не знаем, мы спали. Мы не знали, что у нас проходят боевики, где они находятся. Федеральное войско на нас начало огонь, на наше село. Так мы... Ночью отбиться не помню. Ночью пырог отбиться. Миллиш, сердце ложь, резно. Ночью отходить. Так, кинулась, ванна, свеч, танк наш, шашкач. Да, дырды var, tayurta halda tazır. Исхаларым, мадацар. Сонты там был, сон, эгерда что куда. Эти кадры, наверное, будут смотреть, я думаю, наш президент Путин, который за счет этой войны стал президентом Москвы. Эти федеральные солдаты, которые на нас войну начали, самое жалкое для меня, я хочу отметить, которые вокруг наше село стоят, эти солдаты. Ночью, в час, 12 часов, они заходили, лазили через наш забор, с голода они просили кусок хлеба, пачку чая.